СП «Санта-Бремер» – один з буйнейших вытворцаў продуктов харчавання ва ўсходняй Европе и сусветны лидер по перапрацоўцы икры. Тут працуюць больш за 4,5 тысячи человек. Генерального прокурора Беларуси ознайомили з инновацийными технологиями, а таксама абмеркавалі пытанні сацыяльнага и экономичного развития. Прадпрыемства паспяховае, напэўна, таму на прыём па асабістых пытаннях запісаліся ўсяго трое. Ды ўзнятыя праблемы характара не прыватнага, а хутчэй агульнаграмадскага. Начальник отдела по социальной политике и работе с персоналом Наталья Васина звяртае увагу на якасць некаторых кадраў, якіх вымушаны прымаць на працу. Гаворка аб так званых абавязаных асобах, пазбаўленыя бацькоўскіх правоў, але абавязаныя дзяржаве выплачваць сродкі на ўтрыманне дзяцей, на справе в большасці сваёй никудышние работники. Предложение ужесточить меры к систематически нарушающим трудовую дисциплину обязанным лицам, так как на нанимателя просто связаны руки и нет возможности повлиять на его трудовую дисциплину. Як оказалось, Александр Конюк по гэтым пытанні займае жорсткую позицию. Разговор уже был и с министром внутренних дел, который отвечает за это вот дело, что, наверное, будем сильно ужесточать ответственность уголовную, вплоть до лишения свободы. Хвалюе многих сегодня и наступное пытание. Нынешние автомобили оснащены довольно мощными моторами. При небольшом изменении угла педали акселератора, получается, меняется скорость кардинально. Поэтому можно как-то увеличить минимальный скоростной режим нарушения до 20 км в час. И я думаю, что мы, когда будем разговаривать на очередном координационном совещании, у нас оно в ближайшее время будет, мы с министром поговорим на эту тему. Он понимает ситуацию, он знает, что меняется время, меняются эти дороги, меняются машины, правы. Наталья Кадырова озвучила проблему споживецкого экстремизму. Оказывается, судовые разбирательства с предприемствами для некоторых психично неуравноваженных особ своего рода забава. И все тому, что исковые заявы по законе подаются бесплатно. Наше предприятие уже с этим вопросом неоднократно сталкивалось, и это для нас действительно становится проблемой. Но если в отношении профессиональных жалобщиков уже приняты меры, то в отношении потребительского экстремизма, к сожалению, в Беларуси еще существуют некоторые пробелы. Генеральный прокурор и тут сгодны, проблема існує. Очень хорошее, кстати, в этом отношении, мне кажется, замечание сделали вы. Мы обобщим эту практику по делам, по гражданскому процессу. И будем выходить с ходатайством вначале изучим ситуацию с Верховным судом вместе. А потом, наверное, надо будет вносить изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Потому что я с вами согласен. Но доходит до абсурда. Нас, конечно, этот ответ удовлетворил, потому что мы надеемся, что благодаря сегодняшней встрече этот вопрос, может быть, будет в ближайшее время решен. Выніковасць сустрэчы адзначыў і генеральны прокурор, хаця куды часцей па доўгу службы даводзіцца наведваць праблемныя прадпрыемствы. На гэты раз вырашылі адысці ад практыкі. Мы избрали его специально. Я хотел посмотреть, во-первых, производство, потому что это крупное предприятие, крупный налогоплательщик. Ну а вторая была цель, чтобы немножко с людьми пообщаться. И на этих предприятиях, как вы увидели, есть тоже проблемы, которые свойственны для всей страны. А практику выезда генерального прокурора на места – это нормальная практика. Но не все доедут в Минск. Есть же и другие предприятия, где у людей возникают серьезные проблемы и вопросы, связанные с уголовными конкретными делами, и гражданскими, и хозяйственными. Такая практика обовязково протягнется, адзначыў генеральный прокурор. Алиса Григорчук, Сергей Лушников, телерадиокомпания «Брест».